Красивый гол, который сделал. И мирнинцы контролируют шайбу. Меньше 2 минут остается во втором периоде играть. Не получилось выбежать на контратаку хоккеистам Якбора. Отличная перепасовка мирнинцев. Второго периода. Наелись уже, как говорится, игроки Якбора. Тяжело им, конечно, в этой игре. 50 секунд до конца второго периода. Мирные продолжают атаковать. Остановка игры. 39 секунд до конца второго периода. Команды Якбора владеть игровым преимуществом. Увереннее она смотрится в плане перепасовки, да и реализации, создания моментов. Перерыв 15 минут. 15-минутного перерыва. Сборная России всегда занимала почетные места на всевозможных турнирах. И я могу сказать только одно. Трамплином в большой спорт является развитие детского хоккея. В последние годы детский хоккей получил новый виток развития. Состоялось открытие республиканской обозначили подготовку гидротехнологического сооружения, защищающего город от подтопления. Речь идет о дамбе. 1 миллион 160 тысяч рублей на подготовку к безопасному пропуску паводковых вод. На данный момент заканчивается очистка дамбы и 21 водопропускного сооружения. Проводится очистка верха дамбы и откосной системы от снега, оттайка водопровода ГС и скального грунта. Заключены договоры на покупку продуктов питания. Готовятся пункты временного размещения граждан на случай чрезвычайной ситуации. Это аэропорт, спортивный комплекс «Карат» и лыжная база. Общее количество до 1000 человек могут принять пункты временного размещения на период времени до 3 суток. По данным Ленского бассейнового водного управления, на 5 апреля по Ленскому району снегозапас и толщина льда превышают норму. Толщина льда, вот, допустим, в районе Ленска, да, на сегодняшний день составляет порядка 142 сантиметров, что примерно на 30 сантиметров больше, чем критическую норму достигла в районе Южной Нюи. Сегодня ночью стоят минусовые температуры. Днем воздух прогревается до плюс 2 градусов, что сказывается на равномерном таянии снега. Ежедневная гидрологическая информация о уровне воды подается на станцию Ленска с гидропоста поселка Витим. С остальных 9 постов сбор информации будет с 11. Ленск. Запрещен проезд по ледовой переправе Чульман-Наход. Это связано с окончанием. Министерство внутренних дел будет контролировать несанкционированный выезд транспортных средств. 64 миллиона рублей на покупку квартир. Такая сумма в этом году выделена в 40 тысяч рублей. В городе выставлено на продажу порядка 500 квартир. А это значит, что на те деньги, которые выделены из бюджета, есть возможность купить больше квартир. Кроме того, власти Ленского района считают, что в ближайшие 2-3 года строить новое жилье нет необходимости. И Айхал – технологию, позволяющую повысить. Межелустный противотуберкулезный диспансер горной ЦРБ ежегодно проводит профилактические мероприятия совместно с наследством, защищая детские сады. Кроме легких, туберкулез также поражает и другие внутренние органы. Поэтому узкие специалисты проводят профилактические обследования по своему профилю. Помимо этого, кабинет профилактики используется для диагностики заболеваний у детей старше 8 лет и взрослых. Ну, что такое дискинтез? Это препарат туберкулеза. Дискинтез, в самом деле, препарат новый, нетоксичный, безопасный и не аллергичный.
Для детей младше 8 лет традиционно применяется туберкулиновая проба МАНТУ. Не боит укол. От укола не боитесь. Кроме пробы МАНТУ и детским теста для выявления туберкулеза также применяется флюорография. В рамках месячника в Горном Улусе был организован выезд специалистов на слега с передвижным флюорографом. На сегодняшний день флюорографическое обследование прошли 2058 человек. Также в середине месяца планируется проведение ярмарки здоровья в селе Бердигостях. Здесь любой желающий сможет сделать туберкулинопробу, проверить свое здоровье у узких специалистов и также сделать снимок на флюорографе. Таким образом, благодаря усиленной работе, туберкулез выявляется и лечится на ранних стадиях. Об этом также свидетельствует статистика за прошлый год. Показатель заболеваемости населения в республике за последние 5 лет снизился на 26,5%. Сардана Захарова, Иван Слепцов, Михаил Мордовской-Михута, Горный. Трое мужчин погибли во время пожара в поселке Кызылсыр Вилюйского района. Возгорание произошло в частном доме на улице Таежная. К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри открытым огнем. Среди погибших хозяин дома, у остальных личность устанавливают. Причина пожара неизвестна. Также в Чурапчинском районе в огне погиб мужчина. Предположительно, хозяева этих двух домов злоупотребляли спиртными напитками. На сегодня, если говорить по пожарам в Чурапче и Кызылсыре, то по обеим случаям имеется большая вероятность человеческого фактора. Мы в данное время располагаем информацией, что в обеих случаях был момент распития спиртных напитков. И что и мы предполагаем, привело к трагедии. Другим темам. В Хатасах отловили 22 собаки. В местную администрацию обратились жители с жалобами на нападение животных. Покусали женщину и пожилого мужчину. Администрация села уже подала заявку. Отлов начался. Выяснилось, что собаки не являются бездомными. Ранее население Хатас уже предупреждали, чтобы они держали питомцев на привязи. В связи с объявленным в нашей стране годом добровольца и волонтера в Якутии 5 числа каждого месяца организовывают Дни единых действий «Республика добра». В поселке Чукурдах Алайховского района состоялся благотворительный аукцион под названием «Подарим добро» по сбору средств на восстановление и дальнейшее лечение 5-летнего